Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Сегодня, 16 июля, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в районе Исмоили-Сомуни столицы сдали в эксплуатацию предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий общества с ограниченной ответственностью «Нон-ПАЗ». 16 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в районе Исмоили-Сомуни столицы сдали в эксплуатацию предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий общества с ограниченной ответственностью «Нон-ПАЗ». Объект построен на основе работ по благоустройству и созиданию в честь великого и священного национального праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан с соблюдением особого искусства национальной архитектуры, а работы по модернизации и приспособлению к современному периоду начались в 2021 году. Общество с ограниченной ответственностью «Нон-ПАЗ» функционировало с 30-х годов прошлого века, и с развитием общества все его оборудование пришло в негодность. При поддержке и созидательном напутствии высшего политического руководства страны объект был полностью обновлен. На нем создана вся инфраструктура для производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с созданными условиями и производственным процессом выразил благодарность инициаторам за координацию в реализации созидательных целей правительства страны и назвал данную инициативу прекрасным примером поддержки политики государства и правительства в направлении созидания и благоустройства. Было сообщено, что сегодня на предприятии «Нон-ПАЗ» производится более 80 видов хлебобулочных и кондитерских изделий, в том числе хлеб, батоны, багеты, пряники, торты, круассаны, листовые сладости и другие изделия, которые своим неповторимым вкусом нашли своих покупателей на потребительском рынке. Производственная мощность составляет 40 тонн хлебобулочных и 5 тонн кондитерских изделий в сутки. Все установленные устройства и оборудование нового поколения, импортированные из Германии и Италии, являются энергосберегающими и многофункциональными. Как было сообщено, с полным вводом в эксплуатацию предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий «Нон-ПАЗ» численность работников увеличится с 200 до 400 человек. На этой основе производственные мощности также увеличатся в несколько раз. Для сбыта конечной продукции на территории районов столицы предусмотрено создание 24 точек продаж. Для оказания услуг будут привлечены служебные машины. Фасад здания украшен и освещен по новому архитектурному стилю. Двор и территория предприятия озеленены. Кроме того, покрыты асфальтом внешние пешеходные дорожки и парковка. Предприятие раскинулось на площади 4800 квадратных метров и построено молодым предпринимателем Усмоном Мирзуалиевым. Объект состоит из отдельных производственных цехов, а также кабинетов руководства, бухгалтерии, сбыта, конференц-зала и столовой на 100 человек, расположенных в двухэтажном административном здании. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе беседы с работниками и ответственными лицами дал им полезные указания и советы по улучшению уровня и качества в производстве и повышению его конкурентоспособности, а также назвал ввод предприятия в эксплуатацию важным шагом для развития промышленной сферы в столице. Выразили благодарность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за постоянную поддержку и создание гармоничных условий для работы и деятельности, обязались и впредь вносить свой вклад в реализацию созидательных целей правительства страны в направлении развития сферы промышленности. 16 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в столице страны на территории парка инновационных технологий Гаюр-Гуру открыли вторую очередь предприятия по производству полипропиленовых мешков, печатных плат и диодных ламп общества с ограниченной ответственностью Гаюр-Гуру, созданного отечественным предпринимателем Акбаром Асадулло. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в столице страны на территории парка инновационных технологий Гаюр-Гуру
открыли вторую очередь предприятия по производству полипропиленовых мешков, печатных плат и диодных ламп общества с ограниченной ответственностью «Гаюр-Гурух», созданного отечественным предпринимателем Акбаром Асадулло. В ходе посещения глава государства был проинформирован, что второй этап предприятия по производству полипропиленовой продукции осуществляет деятельность на основе современных отраслевых технологий ведущих мировых компаний. Оборудование предприятия закуплено у австрийской компании Stahlinger и в настоящее время считается единственным в Центральной Азии. Напомним, что первый этап данного предприятия был открыт в 2020 году лидером нации, президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном и председателем города Душанбе уважаемым Рустаме Эмомали. Вторая фаза предприятия состоит из дополнительных линий по производству полипропиленовой пряжи, пошива ткани, ламинации, изготовления трафаретов, резки тканей и установки автоматических клапанов, что позволяет обеспечить 140 человек постоянной работой. Согласно плану, в ближайшее время численность работников будет увеличена до 600 человек. Производственная мощность предприятия доведена с 70 миллионов единиц полипропиленовых мешков до 120 миллионов единиц. Полностью удовлетворяются потребности внутреннего рынка в сферах промышленности, сельского хозяйства, химии и других пакетами с автоматическим клапаном с инновационной технологией AdStar. Тем самым устраняется зависимость от зарубежной упаковочной продукции. Кроме того, остальная продукция будет экспортироваться. Установка технологий нового поколения позволяет предприятию осуществлять деятельность без отходов, а остатки переработанного сырья направлять на другие промышленные предприятия для производства другого ассортимента промышленной продукции. Кроме мешков для цемента, компания «Гаюр-Гурух» согласно заказу имеет возможность наладить производство полипропиленовых мешков для муки, других наименований пищевой и химической продукции. Все этапы производства полипропиленовых мешков, начиная с переработки сырья и заканчивая производством конечного продукта, а также его покраской и отделкой, осуществляется на новосозданном предприятии. В ходе посещения президент страны дал высокую оценку производственной деятельности предприятия и инициативе отечественного предпринимателя, дал им полезные указания и советы по контролю качества и производству конкурентоспособной продукции. Кроме того, здесь же лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе уважаемый Рустаме Эмомали дали официальный старт деятельности предприятия по производству печатных плат и диодных ламп и ознакомились с производственным процессом. Новое инновационное оборудование и технологии закуплены из Республики Корея, Китайской Народной Республики и Японии и установлены на предприятии. Предприятие по производству диодных ламп и другого осветительного оборудования является единственным в стране и было построено в рамках указаний и поручения главы государства уважаемого Эмомали Рахмона в деле обеспечения ускоренной индустриализации страны. Завод по производству диодных ламп и печатных плат состоит из автоматических независимых друг от друга линий печатных плат, покраски, монтажа и сборки светодиодных ламп, накаливания, прессования железа, пластмасс для ламп, накаливания и других. Линия по производству печатных плат имеет возможность производить продукцию не только для диодных ламп, но и для более чем 150 наименований электрооборудования, такого как холодильники, кондиционеры, телевизоры, камеры наблюдения, электросчетчики, а также для машиностроения и мебельной промышленности, что закладывает основу для развития других отраслей промышленности в стране. Строительство предприятия также позволит наладить производство печатных плат и деталей диодных ламп внутри страны, что позволит Таджикистану стать одним из крупнейших производителей указанной продукции в регионе Центральной Азии. В зале заседания предприятия по производству печатных плат и диодных лампочек лидеру нации, президенту Республики Таджикистан уважаемому Эмомали Рахмону представили будущие проекты компании «Гаюр-Гурух». В соответствии с планом данная компания в ближайшем будущем создаст предприятие по производству смартфонов, планшетов, цифровых часов, ноутбуков и камер видеонаблюдения в городе Душанбе. Предприятие состоит из исследовательского института развития, линии по производству металлических, пластиковых частей, печатных плат и линии монтажа. Здесь же лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе уважаемый Рустаме Эмомали ознакомились с выставкой изделий предприятия. На выставке были представлены цемент, известь, полипропиленовые мешки, продукция личной гигиены и другие изделия. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе беседы с руководством компании «Гаюр-Гурух» дал полезные указания и советы по полному использованию имеющегося потенциала в этом направлении и созданию новых рабочих мест для граждан страны.
Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в районе Сино столицы сдали в эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью Джавохироти Заргарии Заравшон. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в районе Сино столицы сдали в эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью Джавохироти Заргарии Заравшон. Новый производственный объект, состоящий из ювелирных цехов и центра реализации золота, способен перерабатывать до 1 тонны золота в год. В дальнейшем здесь же будут производиться и предлагаться клиентам различные виды ювелирных изделий с использованием современных технологий. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал важным создание нового промышленного предприятия в городе Душанбе для добычи и переработки драгоценных металлов внутри страны до конечной продукции. С реализацией целей правительства страны исполнительным органом государственной власти города Душанбе в обществе с ограниченной ответственностью Джавохироти Заргарии Заравшон в соответствии с проектом создано 65 новых рабочих мест. 23 декабря 2022 года лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан поручил принять необходимые меры для создания 4 предприятий по переработке драгоценных металлов до производства конечной продукции. С целью своевременного выполнения данного поручения главы государства было построено и сдано в эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью Джавохироти Заргарии Заравшон при китайском инвестировании. Предприятие состоит из помещений для литья, резки, плетения звеньев, формовки, штамповки, упаковки и других цехов. Новые технологические линии предприятия позволяют перерабатывать местное сырье до конечного уровня и производить из него ювелирные изделия в соответствии с требованиями международных рынков. В магазине предприятия были представлены различные виды продукции, производимой обществом с ограниченной ответственностью Джавохироти Заргарии Заравшон. Промышленное предприятие состоит из 2- и 3-этажных зданий, его территория, составляющая 30 соток, освещена и озеленена. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, сдали в эксплуатацию здание ресторана «Бахор Форель» на улице Хуфиза Шерузи, района Сино столицы. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, сдали в эксплуатацию здание ресторана «Бахор Форель» на улице Хуфизи Шерузи, столичного района Сино. Современный сервисно-туристический объект был построен в городе Душанбе в соответствии с указаниями и поручениями главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, в рамках созидательных мероприятий в честь празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан отечественным предпринимателем, руководителем общества с ограниченной ответственностью «Бахор» Саймухридином Сайфовым. Напомним, 10 ноября 2022 года президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе открытия рыбоводческих водоемов общества с ограниченной ответственностью «Бахор» в местечке Олучадара сельского поселения Ромит города Вахдат дал указание создать в столице страны пункты по продаже форели и приготовленных из нее блюд. Строительные работы на новом объекте сферы услуг и туризма с привлечением местных специалистов завершены в короткие сроки с соблюдением специфики национальной и современной архитектуры с высоким качеством. Здание ресторана «Бахор Форель» состоит из подвала и 3 этажей, имеет 3 больших зала, отдельные семейные помещения, точку реализации рыбы и другие вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составляет около 1 гектара. С его открытием создано более 100 рабочих мест. В ресторане также готовят и подают клиентам другие национальные и европейские блюда. По словам ответственных лиц, только из рыбы здесь готовят около 20 видов блюд и в целом 100 видов блюд и салатов. В торговом центре ресторана продается живая и копченая рыба, икра, мясо птицы собственного производства и домашних животных. Как было подчеркнуто, Таджикистан с его горной природой, ледниками и бурными реками имеет возможность занять 1-е место в мире по выращиванию и экспорту форели.
Как было сообщено, в настоящее время производственная мощность общества с ограниченной ответственностью «Бахор» составляет 200 тонн форели в год, а в ближайшие 2 года, согласно указаниям и поручениям главы государства, этот показатель будет доведен до 1000 тонн. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с условиями, созданными в недавно открывшемся ресторане, дал конкретные указания и поручения ответственным лицам по обслуживанию на высоком уровне отечественных и зарубежных гостей и туристов и демонстрации высокой культуры таджикского гостеприимства. Территория вокруг объекта украшена цветами и озеленена в особом стиле. Во дворе построены 3 фонтана. Также имеется парковка для автомобилей клиентов на 140 мест. В ночное время свет здания ресторана придает особую красоту этой местности. Руководство общества с ограниченной ответственностью «Бахор» в будущем планирует на основе хороших условий ведения предпринимательства в стране построить и сдать в эксплуатацию еще 2 таких современных ресторана в городе Душанбе. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал образцовой инициативу руководства и работников общества с ограниченной ответственностью «Бахор» в направлении развития сферы рыбоводства, туризма и создания новых рабочих мест и дал конкретные указания и поручения соответствующим ответственным лицам для всесторонней поддержки таких созидательных инициатив. С целью укрепления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также киберпреступностью, в городе Душанбе состоялась встреча рабочих делегаций Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Участники встречи отметили, что совместная работа органов внутренних дел 2 стран дает ощутимые результаты и в рамках стратегического партнерства динамично развивается. Стороны выразили обоюдную готовность в развитии сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью, международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, принятие совместных мер по обеспечению кибербезопасности, а также обсудили вопросы экстрадиции преступников, находящихся в розыске. По итогам встречи был подписан протокол о намерениях между Министерствами внутренних дел Республики Беларусь и Республики Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!